В Нюрбинском районе буквально до вчерашнего дня городские школы работали в очно-заочной форме. Классы были разделены на группы по 15 человек. Очная учеба в школе чередовалась днями. Но в силу стабильной ситуации в районе на очередном собрании оперштаба района были внесены ряд смягчительных мер. Так, все городские школы перешли на полное очное образование. Это касается и дополнительного образования детей. Дети начальных классов, это с 1 по 4 класс, 5 классы, 9 и 11 классы, это по городу Нюрба, по Антоновке и по Малакайской средней школе будут учиться без деления на группы. Но мы думаем, что все эти мероприятия будут проведены с соблюдением обязательных требований, которые прописываются в Санпине. И на сегодня также на основании методических рекомендаций Министерства образования у нас разрешены реализация программ дополнительного образования. То есть дети, которые посещают Центр детского научно-технического творчества, IT-клуб, они уже могут при заполненности 75% обучаться в очной форме. По состоянию на 17 марта в районе лечение от новой коронавирусной инфекции продолжает получать 10 человек. Впервые подтвержденных случаев не зарегистрировано. Оперштаб района сегодня особое внимание уделяет на вакцинацию граждан от COVID-19. Сегодня наша задача провести вакцинацию в полном объеме. Все привезенные, доставленные вакцины уже привиты. Ждем следующую партию. Административная комиссия по графику ведет работу по контролю за ситуацией. В течение всего периода было выявлено 28 нарушений. Из них рассмотрено 25 нарушений. Решение судебное вынесено. Несмотря на смягчительные меры, оперативным штабом поставлена задача на проведение широкой разъяснительной работы среди населения о санитарно-эпидемиологических требованиях и на усиление контрольных мероприятий по нераспространению новой коронавирусной инфекции. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Нюрбинский район.